Это «Актуальное интервью» в студии Полина Долинская. В этом году на широкие экраны российского кинопроката выйдет 4-я часть исторического приключенческого фильма «Гардемарины». Художником по костюмам выступил известный российский кутюрье, историк моды Игорь Дадиани. Сегодня он гость нашей студии. Игорь, здравствуйте. Доброго дня. Это и одна из последних крупных ваших работ. Скоро ли мы сможем увидеть их на экранах и оценить? Ну, работы очень много, но эта работа, она самая, наверное, главная в моей жизни, потому что «Гардемарины» России стал знаковым фильмом для российской киноиндустрии. В нем есть все. Самое главное, в нем есть любовь к Отечеству, жизнь за Родину, честь никому. И, на мой взгляд, сегодня эти слова, они очень актуальны. Работа три года, практически 3 года над костюмами. Это огромное количество людей, это огромное количество костюмов. Это сумасшедшее количество массовки и огромная ответственность. Что вам дала эта работа? Приходилось ли вам изучать перед этим тонкости исторического костюма того времени? Нет, ну всегда, когда начинается работа над любым историческим эпизодом жизни, неважно какого государства, человека и так далее, рассматриваешь вопрос экономики, статусность конкретного персонажа, либо вообще периода. И потом, это сегодня женщина может позволить себе норковую шубу в городском транспорте. Я не говорю Якутию, да, потому что это особенная страна, это особенные люди. Всегда одежда выражала статус человека, его социальную принадлежность к обществу. Поэтому костюм, он не просто отражение эпохи, это в первую очередь, кто он, что он, какую должность человек занимает, является ли он крестьянином и так далее, и так далее. И, конечно, это всегда огромная проблема, потому что проблема, я объясню в чем. Проблема – это ткани. Сегодня практически можно найти любую ткань, и состав ее – это, конечно, стекло и синтетическое волокно. Тогда ведь этого не было. Поэтому был настоящий шелк, хлопок, лен и так далее, и так далее. Поэтому даже есть такой момент, ее трухмальные юбки, такое очень своеобразное название трухмальной юбки. Трухмальная — это сегодня можно в юбку поставить кринолин, там какие-то поддерживающие формы, тогда ведь опять-таки этого не было. И значит, это был крахмал. И когда крахмал приобретал нужную форму, то происходил некий такой треск ткани. И даже вот этот треск мы записываем, потому что, чтобы зритель мог поверить. Понимаете, мы сегодня, мы, в данном случае не я, а мы все избалованы хорошим кино. Поэтому зритель либо верит на то, что он смотрит, ну, либо с иронией относится, там, давайте зажигайте. Вот. Ну и потом для меня тоже была очень важная история, потому что это очень яркий эпизод в жизни народа россиян. Это Крым, это Турецкая война, это то, о чем сегодня говорят очень многие. Эта земля залита российской кровью. Я не говорю русской, российской кровью, потому что Россия сегодня объединяет невероятное количество национальностей. Жизнь Родине, честь никому. Кстати, вот о И сегодня это очень актуально. Если говорить о национальности, многие якутяне, они предпочитают иметь в своем гардеробе, если не полностью весь национальный костюм, то хотя бы какой-то атрибут или его часть. Вот в Чувашии, где вы живете, какое вообще отношение к национальной одежде? Прекрасно. Вообще нет сегодняшнего дня без нашей истории. Я был приятно не удивлен. Я восхищался орнаментом Якутии
вообще скажу так, нет сегодняшнего дня без прошлого, потому что у каждого народа есть своя история, которая создается в народных промыслах, в том, что человек любит, выражает свои эмоции. И это сегодня доходит до нас, потому что национальные традиции, национальные традиции не только в современной одежде, а вообще во всем, потому что дух времени, дух человека, и это отражается в одежде, потому что сегодня практически неважно, там, Чувашия, там, я не знаю, там, Ярославль, Якутск и так далее, мы очень все похожи, потому что есть форма, есть цвет, стремление к солнцу. Вот в очередной раз я убеждаюсь, я вчера был в нескольких ваших магазинах, где присутствует, ну, мне напоминает это дерево жизни. Оно практически у каждого народа. То есть корни мои истоки, вот он ствол, это основа семьи, основа общества. Ну и маленькие веточки и плоды, это как дети. То есть это практически присутствует в каждом народе, в творчестве каждого народа. И, конечно, моя благодарность людям, которые это все сохраняют. Если народ, неважно какого сегмента, да, неважно, это Россия, там Америка, там, неважно, если сохраняет свою основу, значит, у этого народа есть большое будущее. И ну, для меня, как человека, который занимается костюмом, это всегда очень важно. Всегда можно найти параллель, ниточку, которая связывает все народы. Я навряд ли сейчас скажу что-то необычное для вас, для нас. Любовь, нежность, предательство, измена, счастье. Оно всегда было, есть и будет понимание этих слов. Поэтому это всегда, конечно, отражается в том, что мы делаем. И, естественно, нашими руками, и творчеством, искусством. Это всегда находит отражение. Как вы считаете, национальный костюм, он может быть модным? Однозначно. Несколько лет тому назад здесь в гостях в Якутии были женщины, есть такое общество «Женщины России», будущие женщины России. И мне прислали несколько фотографий национального женского украшения. Ты знаете, когда на шею одевается гривна и сумасшедшее количество серебряных пластин. Это было просто потрясающе. Я его увидел. Я говорю, конечно, берем. И я сделал маленькое, как на вас, черное платье. И вот это украшение стало основным и главным. Я так понимаю, что реплика этого украшения имеет свою какую-то длинную историю, вековую, может быть, историю. Значит, оно сегодня нашло отражение, и оно сегодня может быть, оно может быть модным. И эта вещь одевалась на полуобнаженную спину, это было очень красиво. Потом это можно было перевернуть, это очень красиво. Особенно длинные серьги. Неважно, есть шея или ее нет. У нас сегодня больше женщин стандартного размера, потому что 90-60-90, я считаю, что это не стандарт. Украшения украшают женщину. Это очень красиво. А у вас очень красивое украшение. А как часто вы используете в своем творчестве именно национальные мотивы? Это орнамент. Это сочетание ткани и цвета. Солнце везде, оно у вас на первом плане. Это желтый цвет, белый цвет, красный цвет, цвет победы. Оно присутствует. Вот авторские костюмы – это не дешевая вещь, а если она тем более еще с каким-то национальным колоритом, то тем более это очень дорого. Относительно по поводу дорого. Дорого что? Дорого быть красивой. Ну, я понимаю, что можно пойти в салон и
подтянуть себе лицо, это как дорого, можно обойтись какими-то другими средствами. Поэтому дело не в материальной стоимости используемых тканей и отделки. Дело желания, дело умения. Вот, пожалуй, я бы так ответил. Помимо работы в кино и театре, вы также еще возглавляете собственный дом моды. Кто является вашими клиентами и как удается сочетать именно пожелания клиента и свои творческие какие-то идеи, замыслы? Ну, настаивать всегда очень сложно. Настаивать можно, когда ты занимаешься каким-либо историческим проектом. Потому что, еще раз говорю, это очень важно. Есть факт времени, есть эпохи. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Извините, да, потому что мы сегодня не можем посмотреть картину, я не знаю, там какой-то художественный фильм, который был снят 300 лет тому назад. Значит, до нас дошли какие-то определенные рисунки, графика и так далее. Это всегда очень четко. Если касается моих клиентов, известные дягилевские вечера, которые когда-то были известны во всей Европе, балеты и так далее. И мы с Татьяной Михалковой возникла такая идея, когда-то что-то имеет завершение, хорошо забытое, почему бы не повторить. Вот у нас возникла такая идея показать российских дизайнеров в Европе не а-ля высокая мода, а просто то, что мы можем делать, не выходя на мировые рынки моды. Но у нас, я думаю, это получилось. Это можно сочетать. Мои клиенты, навязать женщине всегда очень сложно, потому что есть одно четкое понимание. Я хочу быть красивой. Когда-то моя мама мне говорила так. Это, знаете, сегодня очень много у молодежи у нас существует модной терминологии. Стильно. И... Модно, молодежно. Я вырос в очень консервативной семье. Это я сейчас себе могу много чего позволить. Она всегда говорила так. Красиво, некрасиво. Вот когда женщина одевается, и неважно, какого она размера, будь то вы толстые, худые, круглолицые, узкие, неважно, вы должны быть красивы. И когда смотрите в зеркало, я обращаюсь к зрителям, к вашим зрителям. Красиво, некрасиво. Вы должны быть красивы, вы можете быть красивы. И неважно, на вас модное платье, модный цвет и так далее. Основной мерило для меня – это красиво, некрасиво, как говорила моя мама. И вы знаете, это срабатывает. Конечно, женщина хочет быть модной. Вот спрашивают, что сегодня модно? Откройте свой кошелек и посмотрите, сколько у вас там денег. А стоит ли их много потратить? Откройте свой гардероб. Потому что можно сегодня сочетать очень многие вещи вместе. Настаивать, понятно, можно. Но лучше женщине не соперничать с ее желаниями, а просто ей помочь. Это основная философия моя. Управляюсь всегда, потому что я занимаюсь своим делом. Знаете, вот тут сложно даже назвать, что это дело. Но это моя любовь, это моя страсть, это то, без чего я не могу жить. Когда есть желание, можно успеть все. Посетив нашу республику, появились ли у вас какие-то творческие идеи, которые вы хотели бы потом реализовать в своих новых коллекциях или проектах? Скажу позавчера мое первое впечатление. Когда ты заходишь в гостиницу, заходишь куда-то, да, то есть двигаешься в направлении. Оборзела Якутия. А знаете почему? В плане чего? Я шел по ковровой дорожке на ступенях. И причем эти ковровые дорожки на всех ступенях, не только в гостиницу, в магазин, в кафе.
ковровая дорожка везде. Это только я потом начинаю понимать, что потому что ступеньки Это могут быть необходимость у нас. необходимость, но не важно, кто ты для меня. Это сделано с большой заботой и любовью о человеке. Неважно, который придет с чем, с добром, злом. Неважно. Это сделано с любовью к человеку, который может зайти к тебе. Мое вам браво. Вот этим вы меня сделали однозначно. Ну, а что касается орнаментов, искусства, народного творчества, я очень долгое время занимался конкурсами России красоты. И скажу вам без ложной скромности, и это всегда производило невероятное впечатление, когда все ожидали появления якутской красавицы в ее национальном платье. Причем утрированно говорю национальный, да, то есть это национальные традиции в современном костюме. Это всегда феноменально. Это использование меха, серебра, декора. И опять с большой любовью. Мой вам низкий поклон и тем людям, кто сохраняет, это очень важно, сохранять, передавать. Потому что в этом есть будущее. Будущее народа, будущее страны. Большое спасибо за такую интересную беседу. Мы желаем вам творческих успехов. Мы с нетерпением, конечно же, ждем вашего нового проекта, кинофильма «Гардемарины», чтобы оценить. Советую. В этом году он должен выйти. Мы сейчас начали снимать 5-ю часть, поэтому май, июнь, август, сентябрь, октябрь – это будет самое страшное для меня время, несколько секунд. Потому что это батальные сцены. Это Суворов, это война не на жизнь, а на смерть. Это корабельные баталии. Но все это очень серьезно. Это огромное количество народа. Спасибо вам Спасибо большое. большое. Будем с нетерпением ждать. Дорогая Якутия, храни вас Господь. Дай Бог, чтобы в вашей жизни больше встречалось добрых, хороших, открытых людей. Мир вашему дому. С большой любовью. Спасибо. Это было актуальное интервью. Напомню, гостем нашей студии сегодня был Игорь Дадиани, российский модельер и историк моды. Всего доброго.